Добрый день, в эфире новости спорта, в студии Андрей Мухоплев. Английский футбольный клуб «Ливерпуль» в серии пенальти одержал победу над английским «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА. Встреча проходила в Стамбуле. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 2-2. В составе победителей дубль сделал Садио Мане. Серия пенальти завершилась со счетом 5-4. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп провел свой 800-й матч в тренерской карьере. Кроме того, он стал первым немецким тренером, который выиграл Суперкубок УЕФА во второй раз в истории матчей. За Суперкубок УЕФА команды били после матчевые пенальти. В первый раз это случилось в 2013 году, когда Челси проиграл Баварии. Российская теннисистка Мария Шарапова уступила второй ракетке мира австралийке Эшли Барти во втором круге турнира женской теннисной ассоциации в Цинциннати. Встреча завершилась со счетом 6-4, 6-1 в пользу 23-летней австралийки. Напряженный матч продолжался 1,5 часа. Спортсменки в третий раз встречались между собой. Барти одержала вторую победу. Лучшим результатом Марии на этом турнире является победа в 2011 году, когда в финале россиянка обыграла в 3 сетах. Она пропустила большую часть сезона из-за травмы плеча и не выступала с февраля по середину июня. В августе теннисистка объявила о смене тренера. Вместо шведского наставника Томаса Хокстеда вместе с россиянкой будет работать итальянец Рикардо Пьятти. 32-летняя Шарапова на текущий момент занимает 97-е место в мировом рейтинге. Российский боец смешанных единоборств Зубайра Тухугов проведет поединок против британца Лерона Мерфи на турнире абсолютного бойцовского чемпионата UFC. Тухугов не проводил поединки более 3 лет в связи с дисквалификацией за нарушение антидопинговых правил, а также из-за отстранения за драку после боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. Всего на счету Тухугова 18 побед и 4 поражения в ММА. В активе Мерфи 5 побед и ни одного поражения. Бой станет дебютом британца в UFC. Турнир в Абу-Даби пройдет 7 сентября. Главным событием вечера станет поединок между Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье. Шахматистка Ольга Гиря белыми фигурами победила Александру Костенюк в партии 4-го тура суперфинала чемпионата России и возглавила турнирную таблицу. Соревнования проходят в Удмуртской республике. 5-й тур пройдет в четверг. Турнир проводится по круговой системе в 11 туров. В мужских и женских турнирах участвует по 12 спортсменов. Суперфинал завершится 23 августа. Министерство просвещения России готово рассмотреть предложение Института развития интернета по введению в школах в качестве эксперимента факультативных уроков по киберспорту, сообщает пресс-служба министерства. По данным Института развития интернета, эксперимент планируют провести уже в следующем году в нескольких школах в каждом субъекте Российской Федерации в соответствии с федеральными проектами «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда». В министерстве отметили, что игровые формы активно используются в образовательном процессе, включая внеурочную деятельность. И, как сказал экс-президент Южной Кореи Ким Дэ Джун, развитие нации полностью зависит от уровня образования. Киберспорт – это цветы образовательной индустрии. О самых ярких и важных спортивных событиях в Якутии и в мире смотрите в следующих выпусках.